Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Новый день» в студии Катерина Винокурова и Дмитрий Никифоров. Сегодня 15 апреля, и мы продолжаем. Сегодня многие страны мира отмечают такой день, как День экологических знаний. Праздник этот направлен на то, чтобы выработать у населения правильную культуру, экологическую культуру. И сегодня на эту тему мы разговариваем с нашим гостем. Рада представить вам заместителя руководителя Департамента по водным отношениям и экопросвещению Министерства экологии Республики Владислава Велигуру. Владислав Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну, немного из истории, да, празднования этого дня, в частности, в нашей республике, в нашем регионе. Какова история? Так, ну, сама данная экологическая дата появилась в 1992 году после международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро. В Якутии данная экологическая акция отмечается с 2007 года, когда была учреждена экологическая акция «Природа и мы» республиканская, в которой входят несколько экологических дат. Ну, в этот день обычно в школах проходят экологические часы, экологические уроки. Также у нас наше министерство активно через средства массовой информации доводит информацию до населения. Тут нашими активистами была подготовлена экологическая викторина, с которой вы можете ознакомиться на сайте minpriroda.saha.gov.ru, ну и также в социальных сетях министерства. Ну, данная дата у нас получается не первая в этом году. Основная дата у нас считается 22 марта, когда мы начинаем отмечать Международный день воды. Ну и так каждый месяц у нас получается несколько экологических дат. Вот после даты 15 апреля у нас идет следующая дата, это 22 апреля, когда мы будем отмечать Всемирный день Земли. И получается, что ежемесячно у нас есть несколько основных экологических дат, а вот именно дата 15 апреля, День экологических знаний, она направлена на формирование экологической культуры населения, ну и подрастающего поколения в том числе. А какие мероприятия проводятся? Ну, как я уже до этого отметил, что в основном сейчас в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организациях республики будут организованы классные часы, экоуроки, какие-то небольшие конференции, ну, и в этом духе все. Уже такие для населения, для взрослого населения у нас начинается примерно с 20 апреля. Мы, ну, наша республика, уже ежегодно традиционно участвует в всероссийской акции, которая называется «Зеленая весна». Это экологические субботники, которые продлятся с 20 апреля по 20 мая. Ну, как вы знаете, уже в республике у нас некоторые активисты субботники начали чуть раньше, это очень похвально. Ну, я уверен, что наша республика уже который год займет лидирующее место по самому массовому участию. Ну, а в целях продвижения, да, экологических знаний вообще какие мероприятия проводятся? Ну, как я сказал, что в данном случае вот нам очень помогают средства массовой информации. Спасибо за приглашение, кстати. Помимо вот таких мероприятий, которые вот я уже озвучил, вот ежедневное освещение вопросов экологической культуры, вообще вопросов экологии, они зарождают в человеке именно такие как бы мысли, что нужно все-таки заботиться о нашей окружающей среде. Я думаю, вот именно вот постоянное освещение, непрерывное экологическое образование, как мы говорим, да, оно будет влиять на будущее нашей вот республики и вообще страны в целом. Также хочу сказать, что в 2017 году, в год экологии, было создано мобильное приложение, называется «Зеленая республика». Ну, она больше направлена, конечно, на подрастающее поколение, но, как мы заметили, некоторые взрослые тоже активно скачивают данное приложение. Это приложение в виде, как сказать, игры, да, где двое участников могут между собой посоревноваться, кто же все-таки более экологически эрудирован. Вот поэтому приглашаю вас тоже скачать и на Android, в Google Store и в App Store это приложение есть. Еще раз, как называется приложение? «Зеленая республика». «Зеленая республика». То есть там какая-то викторина, да, нужно? Да. Хорошо. Владислав Александрович, у вас сейчас есть возможность обратиться к якутянам и поздравить с Днем экологических знаний. Ну, всех якутян хочу поздравить с Днем экологических знаний. Я знаю, что жители Республики Саха-Якутия активно участвуют во всех экологических мероприятиях. И именно этот день будет ежегодно отмечаться
на республиканском уровне. Спасибо огромное вам за участие в нашей программе. Мы вас также поздравляем. Да, также. Желаем вам плодотворной работы и отличного дня сегодня, большое. хорошей недели.